Это был самый смелый проект строительства гидроэлектростанции. Для ее сооружения была перегорожена самая могучая горная река Центральной Азии – Нарын. Завоевал почетное право войти в историю строительства ГЭС. Первым сбросить в реку негабарит. Тысячам рабочих противостояла сила природы – сезонные паводки, несущие угрозу наводнений. На строительство Токтогульской плотины ушло 13 лет. Нарын – протянувшаяся на тысячи километров крупнейшая в Центральной Азии горная река. Берущая свои истоки с могучих ледников Тянь-Шаня, река течет вдоль горных долин, местами в узких ущельях. На одном из таких мест бурное течение преграждает плотина, созданная руками человека. Построенная в 70-х годах прошлого столетия, Токтогульская гидроэлектростанция – самая крупная и мощная в Кыргызстане. Ежегодно она вырабатывает более 4 миллиардов киловатт. Этого достаточно обеспечить электричеством половину населения страны. Введенная в эксплуатацию в 1975 году, станция имеет 4 гидрогенератора. Их уникальность в двухрядном расположении из-за слишком узкого каньона. Вода к турбинам проводится по 4 каналам, рассчитанным на колоссальный напор падающей воды с высоты 200 метров. Принцип работы станции заключается в том, что вода падает с высоты на турбины, вращая их. Чем выше плотина, тем сильнее воздействие воды на лопасти генератора. Таким образом, гидростанция вырабатывает дешевую, экологически чистую электроэнергию. Из воды возобновляемого источника энергию черпать можно бесконечно. — 23 декабря 2015 года на станции вспыхнул блочный трансформатор. Спустя 5 дней в связи с протечкой масла в кабельной линии аварийно отключается 2 из 4 генераторов. Причина – изношенность оборудования. Сейчас мы с вами находимся в месте, где произошел пробой кабеля. Пробой кабеля произошел на этом участке. Кабель очень тяжелый, метр кабеля весит порядка 30 килограмм, метр кабеля. Александр Фадеев, один из немногих оставшихся профессионалов, приехал из России для особой миссии. Ему и его команде предстоит спаять высоковольтный кабель в местах, где он перегорел. Заменить нужно провод длиною 30 метров. Как видите, процесс очень трудоемкий. Нам приходится работать непрерывно, монтаж вести. Вот одна муфта, монтаж ведется по инструкции 48 часов непрерывно. То есть мы работаем как бы 2 бригады, работаем по 12 часов. В этих стальных трубах проходят высоковольтные жилы, плотно изолированные бумагой, пропитанной минеральными маслами. По линиям передается выработанное электричество в распределительные станции. В настоящее время такие кабели уже в России не выпускаются. Неприятное для нас то, что у нас сейчас нет запчастей для этих кабельных линий, поскольку сейчас выпуск прекращен такого кабеля, естественно, все, что осталось в наличии у эксплуатирующей организации, мы это используем. С длительной эксплуатацией более 40 лет кабели физически изношены. Им осталось работать 2 или 3 года. Затем они будут полностью заменены на современные полимерные кабели. В общем, это центральный диспетчерский пульт. Центральный диспетчерский пункт – мозг каскада гидроэлектростанций. Здесь принимаются важные решения при аварийных ситуациях, например, как в последнем происшествии. Не все старое, но надежное. Это просто, если в случае аварии, то можем включить. Да. Пульт управления отслеживает деятельность всех 5 гидроэлектростанций, находящихся вниз по течению реки Нарын. Это Курпсайская ГЭС, Ташкумырская, Шамалдысайская и Учкурганская. Построенные в советское время станции – единственный действующий в стране энергетический комплекс. Адилет Бектурсунов, Улан Насаналиев. Настоящее время, Кыргызстан.